أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Гирфан, книги хадисов, сборников хадисов Мухаммад Асхат аль-Ирбили, где собраны хадисы, 1001 хадис из разных источников, таких как Сахих Бухари, Муслим, Тирмизи, Сунан Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа, и таких сборников, как сборник Суюти, Мунави и других источников. Баб ма джаа фи гулама су, глава о непристойных, плохих ученых. أشد الناس غضبا يوم القيامة غالم لم ينفعه علمه. То есть самое страшное наказание, самое сильное наказание получит тот алим, тот ученый, знание которого не принесло ему пользы ни ему самому, ни обществу. То есть Мухаммад, саллиллаху, мы должны вспомнить еще его одно дуа, его мольбу, где он обращается к Аллаху и говорит: «О Аллах, ауду бика мин гильмин гайри нафигин». Я прибегаю к тебе, как прибегаю от шайтана, от сатаны, от тех знаний, которые не дают пользы ни мне, ни моей умме. И вот об этом Мухаммад, саллиллаху, еще раз говорит, что самое страшное наказание получит тот алим, тот ученый, знание которого не приносит пользы. Это как застоялый водоем, где собрана вода, которая через некоторое время начинает портиться и начинает зловонить на всю округу. Так же и ученый, если его знания не приносят пользы, он как застоялое водохранилище, водоем, он начинает зловонить и распространять разные микробы и разные болезни в обществе. Катимул ильми ялгануху куллу шайин хатта аль-хуту фил бахри ват-тайру фис сама. Если кто-то очень нуждающийся обращается к тому, к знающему человеку с каким-то вопросом и не получает от этого алима, от этого ученого достаточных знаний, то есть он не получает ответа на свой вопрос, то есть тот отвергает его, он не дает. Иными словами говоря, что человек, который не дает ответы на вопросы вопрошающего и не объясняет ему религию, исходя из своих знаний, которые у него есть, что происходит с этим человеком? И его проклинают все те, которые на земле, и все те, которые на небесах. Даже рыбы в морях, в реках, в океанах, они тоже проклинают. Вот тайру фис сама. И даже птицы на небесах проклинают этого человека, у которого есть знания, и он не делится со своими знаниями с нуждающимися в этих знаниях. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Халь ястави алладина я'ламун валладина ла я'ламун». Знающий человек сравнится ли с незнающим человеком? Если тебе дано знание, ты должен его не только хранить, не только выучивать и хранить в себе, в своем сердце, в своих мозгах, в своем уме, но ты еще должен его распространить. «Иннама яхшаллаху мин гибадихил гуляма». Самые богобоязненные среди людей – это ученые, которые получили знания, религиозные знания от Аллаха и делятся этими знаниями и обучают людей. Но если кто-то скрывает эти знания, получил эти знания и скрывает, и начинает отнекиваться, то Мухаммад, саллаллаху, говорит, что этот человек проклятый, всеми проклятый. من ازداد علما ولم يزداد في الدنيا زهدا لم يزداد من الله إلا بعدا. Если кто-то увеличивает свои знания, например, как сегодня, так называемые вечные студенты,
То там получает знания, то тут получает знания. И в то же время у него очень много знаний. И он кичится этими знаниями. Он хорошо знает арабский язык, он выучил Коран, он знает, действительно у него знания, но он увеличивает постоянно эти знания, но не увеличивает свой аскетизм по отношению к этому миру, не увеличивает и тагат, и таква, богобоязненность и подчинение Аллаху, то Аллах Субхану говорит, что «Лам яздад мин Аллахи илля бугдан». Он увеличивает только злость Аллаха, то есть он не спосылает Аллах Субхану не спосылает на него свою злость, и он становится, если говорить правду, то он становится врагом Аллаха. Очень много сейчас таких людей, которые имеют вроде бы, читают много книг, читают разные тафсиры, читают разные хадисы, но в то же время не следуют аятам Корана, не следуют хадисам в том отношении, по отношению этого мира. Они не уважают людей. Они считают, что они превосходнее всех других. Они считают, что они самые правильные. И они сами того не придерживаются адабов и ахляков, морали и нравственности. И как некоторые говорят, что нужно говорить только про ширк, а мораль и нравственность нужно оставить в стороне, нужно говорить, призывать к этому. Есть такие люди, которые сейчас выступают в разных роликах, там говорят, что нужно самые первые отойти от ширка. Да мы уже давно отошли, мы уже давно не поклоняемся, со времен пророка Мухаммада ﷺ не поклоняемся идолам. И ни кумирам не поклоняемся. У нас единственный есть тот объект поклонения, который Аллах Субхану определил. Это Аллах. И подчинение пророку Мухаммаду ﷺ, то есть жить по сунне. И те люди, которые говорят, что не надо говорить, не надо придерживаться этих адабов, морали, нравственности ислама. Это там третье-четвертостепенное. Вот эти люди, как бы они просто нагнетают гнев, вызывают на себя гнев Аллаха, и больше ничего они не делают, кроме этого. Самая основная основа – это мораль и нравственность по отношению к Аллаху, к его пророку, к сунне, по отношению к сахабам, по отношению к алимам, настоящим алимам, ахлю сунна валь джамаат, по отношению к аулия Аллах, друзьям Аллаха. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار. Если кто-то обратился к знающему, к галиму, с каким-то вопросом, и он не дал ответ на вопрос этого прошающего человека, который задал ему вопрос, или же он задает вопрос не тот, который ему нужен, а исходя из того, что он считает нужным ответить, то есть не отвечает на вопрос, а изображает из себя алима и отвечает совсем другие, начинают ему там рассказывать какие-то байки, исходя от своих там так называемых лжезнаний, то что он призвал на себя просто страдание джаханнама. То есть он просто попросил на себя наказание, Аллах Субхану ва Тааля накажет его за это. Если к тебе обращаются за правильными доводами и обращаются к тебе с просьбой разъяснить тот или иной вопрос, и ты не отвечаешь на этот вопрос, или же начинаешь увиливать и говорить какие-то совсем другие вещи, не отвечает на этот вопрос, то знай, человек, который имеет некоторую информацию и знания, что ты навлек на себя гнев Аллаха, и ты ничего не получил от Аллаха, кроме того, как получаешь в будущем наказание огня, говорит Мухаммад ﷺ. Баб маджа фил фатава валь када мин гайри гильм. Следующая глава о том,
какая должна быть фетва и какие должны быть разъяснения, хукмы, исходя из тех знаний. Аджраукум алал футья, аджраукум алал нар. То есть самые достойные из вас для наказания ада, для наказания огня, это те, которые считают, что они достойнее давать фетву, достойнее давать хукмы. То есть изображают из себя таких знающих людей и начинают давать направо-налево фетвы и выводить какие-то хукмы, какие-то разъяснения, изображают из себя муфтиев или кадиев. То есть эти люди самые достойные для наказания огня. Кадияни финнари ва кадим фил джанна. Двое из трех казиев, те, которые издают хукмы, шариатские хукмы, то есть разъяснения из шариата, двое из них обладатели огня ада. Только один из них попадает в джаннат, в рай. Один из них, который без знаний, недостойный человек, стал казием, и он сидит, берет это место, держит это место и, исходя из своих невежественных взглядов, дает фетвы и хукмы, выносит рассуждения, суждения или фетвы, разъяснения. И второй, если он даже знает, у него есть знание, но из-за своей упрямости и высокомерия он путает людей, издает фетвы, которые действительно противоречат шариату. Шариату, основанному на пути ахль-сунны валь-джамаат, на основе 4 мазхабов. Если такие люди, которые изображают из себя муджтахидов, говорят, что нужно выводить хукмы и фетвы, основываясь только на аятах Корана и хадисах, те, которые они знают, те, которые выучили несколько десятков аятов и несколько десятков хадисов, и те, которые вообще ничего не знают и стали казиями, то вот эти две категории людей, 2 категории казиев, они попадают в ад. Тот только, который действительно у него есть знание, и тот, который дает действительные разъяснения хукмы шариата и фетвы разъяснений шариата, основываясь на своих знаниях, которые основываются на пути ахль-сунны валь-джамаат, на пути 4 мазхабов, только эти люди, и которые придерживаются этого в мире, в своей жизни, только они попадают в рай. Кадияни финнари ва кадим фил джанна. То есть кадим фил джанна. То есть 2 из 3 в аду и 1 только в джаннате. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. Кто выносит фетву без знаний, без шариатских знаний, без знаний фикха, и без того, что он не придерживается этих основ аятов Корана, сунны пророка, пути ахль-сунны валь-джамаата и пути адаба ахляка, морали нравственности, ихсана, тот проклят всеми ангелами, которые находятся на небесах и на земле. Он проклят. من أفتى الناس بغير علم لعنته الملائكة. Еще раз Мухаммад ﷺ говорит об этом, что кто без соответствующих знаний начинает выносить фетву и морочить всем мусульманам голову, как сегодня происходит на обширных просторах интернета или просто сейчас, иногда и в мечетях, иногда и на улицах. То есть человек выучил, может быть, с десяток аятов Корана, прочитал несколько брошюрок неизвестных невежд, выучил несколько хадисов и, основываясь на это, думает, что он уже имеет право давать фетву, разъяснение по религии, говоря, что не надо придерживаться мазхабов, не надо придерживаться ученых. Он изображает из себя ученого,
хотя он еще на этом пути, где-то может быть год-два, может быть лет 5-6, но все равно не изучил настоящие знания, основанные на пути Ахли Сунна валь Джамаат, по пути, основываясь на 4 мазхабах, основываясь на трудах ученых, то этот человек проклят всеми ангелами и самим Аллахом, и всеми людьми, как говорится аятом Корана. И из-за этого Мухаммад ﷺ говорил, напоминаем еще раз, эти мольбы и дуа, даже когда мы пьем воду Замзам, Аллахумма асалука ризкан васиган, ва гильман нафиган, ва шифаан мин кулли да'ин. О Аллах, прошу у Тебя достатка, халяльного достатка и знаний, которые будут действительно давать пользу, полезных знаний, и шифа, лекарства от всех болезней. И второе его дуа: Аллахумма инни а'уду бика мин гильмин гайри нафирин. То есть, о Аллах, прибегаю к Тебе, как прибегаю от злонаущения сатаны, шайтана, от бесполезных знаний, говорит Мухаммад ﷺ. В первом случае просит полезные знания, во втором случае, во втором дуа, Мухаммад ﷺ говорит, что я прибегаю. Он ставит бесполезные знания и тех людей, которые распространяют эти бесполезные, вредные знания, на уровень с Иблисом, ланатуллахи алейхи, с шайтаном, с сатаной. И то убережет нас Аллах, субханаху ва тааля, от всех этих злодеяний сатаны и заблуждений и вреда невежественных людей, которые совершают нововведения, исходя из своей малообразованности, безграмотности, невежественности. И молим Аллаха, говоря: «Раббана, атина фид дуня хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар». Аллаху акбар.